Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Отряд баб особого назначения по-таджикски, чьи интересы отстаивают женщины-скандалистки у немецкого посольства в Душанбе. Чем не угодила георгиевская ленточка Бишкеку, скандал набирает обороты. Чего боятся Центральной Азии? Интервью помощника Пан Ги Муну по политическим вопросам Мирослава Енча. Носишь бороду? Террорист. Властей Туркменистана вслед за Таджикистаном охватила исламофобия. Казахстан празднует Национальный день влюбленных. Казы Карпеши и Баян Сулу. Заказные митинги в Таджикистане, кажется, принимают постоянный характер. Сегодня утром в Душанбе возле посольства Германии прошел митинг всем уже известной группы горластых женщин. Они скандировали различные лозунги, из которых немецкие дипломаты запомнили только свободу. Очередной пикет возле посольства европейской страны связан со вчерашним пикетом коалиции оппозиционных движений возле диппредставительства Таджикистана в Берлине. Речистые женщины с транспарантами в руках и свободой на устах простояли некоторое время, обвиняя Германию в защите террористов и укрывательстве оппозиционера Дададжона Атавулоева, который обвинен едва ли не в разжигании новой гражданской войны в Таджикистане. Примечательно, что эта же группа выходила с митингами к посольствам США, когда власти Таджикистана не могли заполучить укрывающегося в Америке Абдумалика Абдулладжанова, и возле диппредставительства Великобритании, когда между Лондоном и Душанбе обострились отношения из-за молодого исследователя, которого таджикские спецслужбы обвиняли в шпионаже в пользу британцев. Эксперты говорят, что, наверное, в составе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана появилась новая структура – отряд баб особого назначения. Иначе как еще оценить, что год назад такие же голосистые женщины сорвали заседание Политсовета социал-демократической партии, затем пытались ворваться на съезд партии Исламского Возрождения. Подробнее о деятельности псевдоискательниц «Правда» из уст известных таджикских политиков. Я хочу сказать, что настолько наша власть, фантазия наших властей ограничена, что они не могут найти каких-то нормальных обвинений, да? Все, кто против них, все, кто-то что-то говорит, что-то не так пишет, тут же там или экстремист, или исламист, там, я не знаю, или террорист и так далее. Но я считаю, что я честно делаю свое дело, я занимаюсь политикой, и то, что мы организовали вчера митинг, да, я горжусь, что вчера молодые ребята из разных регионов Германии, даже некоторые из Бельгии приезжали около посольства Таджикистана в Берлине и выступили с этими заявлениями. Да? Они просили, что борьба прекратит пытку в тюрьмах за свободу слова, за освобождение политзаключенных. Да? Конкретно называли Зайда Саидова, Мухаммада Рузи Искандарова, Шухрата Кудратова, Якуба Салимова и много-много других. Да? Я считаю, что это были очень демократически настроенные люди, демократы по состоянию души. Для меня была очень приятная встреча с своими земляками, да, молодыми ребятами, которые действительно хотят добра в своей стране. И никак нельзя и их, и меня называть террористами. Это не первый случай. Женщины стараются организовать пикет или перед посольствами Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии или программа развития Организации Объединенных Наций. Прежде всего следует заметить, что разрешительный механизм в большинстве случаев в установленном порядке не были. То, следовательно, законодательство Таджикистана предусматривает жесткие нормы, согласно которых любая форма гражданского протеста, митинги, демонстрации, пикеты, шествия и так далее, должны предварительно быть согласованы с местными органами государственной власти и управления. Это мероприятие было предварительно согласовано с правоохранительными органами, и эти женщины каким-то образом имеют отношение с властными структурами. В противном случае не дали бы добро для проведения такого рода мероприятий около посольства Федеративной Республики Германии.
Между тем, посольство Германии заявило, что из выкриков женщин не было понятно, для чего или против чего они выступают. Посол Германии выразил готовность принять протестующих, но это не дало результата, поскольку они были очень эмоциональными. Таким образом, поведение митингующих немецкому посольству показалось грубым, а причины непонятными. Тем временем власть Таджикистана намерена поставить под жесткий контроль финансовую деятельность и источники финансирования политических партий республики. В парламент внесен законопроект, который ограничивает финансовую помощь партиям и позволяет проверять их финансовую деятельность. Представительства партий в регионах не будут иметь права получать денежную помощь от сторонников. В случае же, если они получат такой денежный взнос, превышающий $600, то обязаны отчитаться перед налоговым органом, а оказавший поддержку человек по поводу источников внесенных средств. Кроме того, налоговый комитет получит право проверять деятельность партий, что до сих пор в законодательстве не предусматривалось. Зачем власть хочет узнать меценатов своих оппонентов? Может ли это привести к финансовому удушению реальных оппозиционных партий? Мы все сейчас рассматриваем, соответственно, надо здесь очень детально и деликатно подойти, потому что наш курс развития Таджикистана это демократический. И здесь, если так сразу же взять одним махом сказать, то да, по общим понятиям идет какое-то ограничение. Но как это будет парламент решать? Это предложение. Позиция гражданского общества, соответственно, по демократическим ценностям, это больше свободы, да. Но надо учесть менталитет Таджикистана, менталитет всех нижнего, среднего, высшего слоя, вообще интеллигенции. И в основном, если речь идет о гражданском обществе. Поэтому мы очень деликатно сейчас подходим к этому вопросу, изучаем все, значит, детали к этому, что так подойти, чтобы не ущемлять права граждан по демократическим ценностям, а также тоже, как сказать, из-за счет национальных интересов Таджикистана. Скандал с георгиевской ленточкой в Бишкеке набирает обороты. Масло в огонь подливают киргизские политики. Спикер парламента Кыргызстана Асылбек Джейнбеков заявил, что в стенах парламента таскать это никто не запрещает. На прошлой неделе вице-мэр столицы заявила, что Бишкек отказывается использовать георгиевскую ленточку и вместо него будет использовать цвета киргизского флага красный и желтый. Это заявление назвали символичным на фоне подготовки к вступлению республики в Евразийский экономический союз, которое приурочено именно к 9 мая. Общественность вспомнила, что кампанию против георгиевских ленточек уже 2 года назад пытались провести прозападные противники вступления Кыргызстана в таможенный союз. Чем же не угодила георгиевская ленточка властям Бишкека? Какие негативные ассоциации у киргизских патриотов она вызывает? Отвечает заведующий кафедрой политологии Киргизско-Российского славянского университета Игорь Хованский. В принципе, национальная государственность молодая, она как-то самоутверждается, и не всегда это самоутверждение имеет приемлемую форму. Поэтому, в принципе, тот путь, по которому мы идем, это путь, который прошел, например, уже Казахстан. Там вместо георгиевских, значит, цвет национального флага, ленточки. Поэтому из этой же серии вот этот законопроект. Вот. Но будет ли он принят, это еще неизвестно. Напомним, в прошлом году власти Украины заменили традиционный и узнаваемый символ победы, георгиевскую ленточку, на красный маг, западный аналог символа Второй мировой войны. Если в случае с Украиной все понятно, а Кыргызстан ссылается на былое угнетение царского режима, то как объяснить отказ от ленты российских стратегических партнеров Казахстана и Белоруссии, которые меняют ее в пользу цветов флага? Почему георгиевские ленты вызывают столь яростное отторжение в мире? Мнение российского политолога Сергея Михеева. На мой взгляд, никакого отторжения в мире георгиевская ленточка не вызывала, и не вызывает она это отторжение и у ближайших союзников России. Речь идет о периодически вбрасываемых в СМИ дискуссиях, обсуждениях. Это, на мой взгляд, практически ничего не значит. Никаких решений, принятых на государственном уровне, заявлений руководителей государств по этому поводу не было. А дискуссии в СМИ или высказывания отдельных политиков можно интерпретировать как угодно. На любую интересующую тему можно найти в той или иной стране высказывание того или иного общественного деятеля, эксперта, или, если покопаться в интернете, найти какое-нибудь обсуждение или статью. Делать на этом основании какие-то далеко идущие выводы не вижу смысла, потому что это похоже на заявление известной, уже легендарной Джен Псаки, которая делает свои заявления
на основе записи в Твиттере. Руководство стран Центральной Азии должно сделать все возможное, чтобы передача власти проходила спокойно и организованно, заявил Мирослав Енча, помощник по политическим вопросам генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В интервью радио «Азаттык» он рассказал, какие основные опасности стоят перед республиками Центральноазиатского региона. Международная кризисная группа говорит о том, что в последние события в Сирии несут серьезную угрозу для религиозной радикализации Центральной Азии. Насколько высок уровень этой угрозы и когда страны Центральной Азии могут реально столкнуться с этой проблемой? Страны Центральной Азии уже сталкиваются с этой проблемой. Мы же видим информации, которые говорят о иностранных боевиках в Сирии, в других государствах, где, к сожалению, идет такая война, которые являются выходцами из Центральной Азии. И здесь, конечно, подсчитать конкретно тяжело, но оценки бывают разные, от многих сотен до нескольких тысяч боевиков из Центральной Азии, которые принимают участие, в этих боях. Здесь мы тоже видим проявления, иногда, если только следить за прессой, за информацией, которая появляется в СМИ, то очевидно, что уже это влияние, эта угроза, она реальна, она существует. Поэтому я считаю важным, чтобы страны Центральной Азии здесь больше сотрудничали, потому что эта угроза, она является угрозой глобальной. Решать ее своими силами одному государству не под силу. Для этого нужно сотрудничество региональное и глобальное. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Свыше 11 тысяч человек эвакуированы в Казахстане из зон, которым грозит подтопление. На местах работает более 4,5 тысяч спасателей. С момента разлива весенних вод десятки населенных пунктов были подтоплены, пострадали автотрассы, разрушены мосты, обесточен ряд поселков. В Хатлонской области Таджикистана началось нашествие саранчи, общая площадь поражения около 1000 гектаров, пока химикатами обработано менее 10-й части территории. ФМС России отказалась от идеи миграционной амнистии. Въезд по-прежнему запрещен более чем 1 300 000 мигрантов, заявил Константин Рамадановский, глава ФМС России. Власти Афганистана сообщили об обнаружении более 1400 новых месторождений нефти, угля, золота, различных металлов и драгоценных камней. Общая стоимость обнаруженных минеральных запасов Афганистана составляет около 3 триллионов долларов. В Бишкеке задержали митингующих недовольных заемщиков банков. Милиция предупредила их, что проводить акцию в центре Бишкека запрещено судом. И после отказа покинуть центральную площадь столицы, милиция их доставила в УВД, где были составлены административные протоколы. А в Казахстане запретили производство и распространение насвая, весьма популярного в Центральной Азии вида традиционной некурительной табачной смеси. За нарушение запрета штраф в размере около $600. Свыше 150 человек уже арестовано в Туркменистане за исповедование так называемого нетрадиционного ислама. Главная мера борьбы с радикализацией не только аресты, но и насильственное бритье бород населения. Арестам в первую очередь подвергаются люди, которые, по мнению властей, исповедуя нетрадиционный ислам, пособничают афганским боевикам. На данный момент больше всего арестов в городе Теджене, за ним следует Ашхабад, в том числе свыше десятка людей, арестованы в поселке Чуганлы, которые принудительно сносят власти, готовя столицу к Азиаде 2017 года. Еще одной действенной мерой местных властей, помимо арестов, является бритье бород у населения, по которым якобы вычисляются предполагаемые террористы. Сегодня в Казахстане отметили День Казы-Карпеша и Баян-Сулу, национальный аналог праздника всех влюбленных, который на Западе отмечается 14 февраля и который многими казахскими патриотами был осужден за распространение нравственной распущенности. Казы-Карпеш и Баян-Сулу – герои древней казахской поэмы. По преданию, двое друзей решили обручить своих будущих детей. У них родились сын Казы-Карпеш и дочь Баян-Сулу. Отец Казы-Карпеша умер до рождения сына. Со временем отец девушки решил изменить обещание женить ее на сыне друга Казы и вознамерился выдать ее замуж за другого. Когда Казы-Карпеш подрос, он узнал, что у него есть нареченная невеста и отправился на ее поиски.
Позднее он погибает от руки нового жениха. Баян Сулу же решает отомстить убийце нареченного и обещает выйти замуж за нового жениха, если тот выполнит ее поручения, среди которых вырыть глубокий колодец. Ее нелюбимый жених копает колодец, погружаясь в него все глубже и глубже, и при этом держась за волосы будущей жены. Тогда она отрезает косы, и он падает в колодец, где и погибает. Затем Баян Сулу покончила с собой на могиле возлюбленного козы. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.